Владимир Николаевич, повторите еще, сколько лет этому зданию? В этом году этому зданию 110 лет. А 12 января 2024 года 110 лет, как сюда вошли учащиеся и начались здесь занятия тогда двухклассного земского училища. Потом она стала уже... в 49-м году что здесь было? Школа. Все здесь была школа до 90... То есть есть вероятность, что Прасковья Ивановна преподавала и была классным руководителем у Сергея Хуяева в этом здании? Ну вот я точно не могу вам сказать, но это, да, была, здравствуйте, одна из, конечно, школ, которая самая известная, памятник архитектуры, объект культурного наследия регионального значения, построенная по проекту первого профессионального коми-архитектора Александра Викентьевича Холопова. Единственное сохранившееся здание. Все помните, что есть 13-я школа, конечно, уже ее нет фактически, можно сказать, которая сначала пожар был, потом крыша провалилась что-то там из-за снега, по-моему. Короче, 13-й школы уже нет. Ну и есть такое высказывание, что талант на потомках отдыхает. Ну вот, посмотрите, какая талантливая праправнучка Александра Викентьевича Холопова. Это Дарина Шмидт. Все, наверное, смотрели мультики «Лунтик», «Иван Царевич и Серый Волк», «Три богатыря» и «Шамаханская царица». И кто там еще? Там много этих серий мультиков, где режиссером, мультипликатором является Дарина Шмидт. Это праправнучка Александра Викентьевича Холопова, по проекту которого построено это здание, да, это школа. Ну и первым директором или заведующим этого училища был Никон Алексеевич Старовский. Вам более известен Владимир Никонович. Улица в городе носит имя Владимира Никоновича Старовского. Это его сын, он возглавлял Центральное статистическое управление, Госкомстат, или как там тогда назывался этот орган, где действительно входил в правительство Советского Союза. А Никон Алексеевич, он был первым заведующим этим училищем, и он как раз занимался строительством этого здания. Простите, а вы, вот когда в Витебск ездили, вы представляете Вильгард или Коми, столицу? Ну, можно сказать, что я представлял не только Вильгард и Сахтинский район, но и республику Коми, потому что в делегацию входили и представители и Вильгарда, и Сахтинского района, и республики Коми. Ну, в первую очередь Вильгарда. Ну, конечно. Вильгард Великий проложил мост, соединил мост, Великий мост дружбы с Витебском. Так что правильно. Витебск тоже, то есть Вильгард очень великий город. Правильно.